altının birine, gittim girman yerine, girman yeri yeşil ulen, elle saray bulem, elle kurmim, elle saray bulem. Зия Салихов, ветеран Великой Отечественной войны. Зия Салихович занят утренним туалетом. Бритье, стрижка, так каждый раз перед приходом гостей. Свой внешний вид он не доверяет никому, никаким мастерам. Все сам. Что тут удивительного, спросите вы? Ничего, пока не узнаешь, что этому мужчине 20 сентября 2025 года исполняется 103 года. И это счастье, прежде всего для нас, видеть, как живет ветеран Великой Отечественной войны, и общаться с ним. Зия Салихов родом из Башкортостана. Он родился в 1922 году в татарской деревне Старобалтачево. Оттуда ушел на фронт 19-летним парнем. Его призвали осенью 41-го. Центральный-то было. Как-то буран был. Манара у нас высокий сидел, бывает, да, а ее буран свалил. А потом сделали уже киска, манараса киска кыскана и километрла. Даже спустя 8 десятилетий ветеран помнит самое красивое здание родного села – мечеть. И то, что случилось с ее минаретом. Несмотря на годы безбожья, он всегда знал, на кого полагаться. И в атаку ходил, поминая Аллаха, вспоминает Зия Салихович. Когда доступай, говори, Аллах Акбар, сами вспоминали. Гвардии рядовой разведчик Зия Салихов прошагал сквозь войну почти все 4 года, от Москвы до Пилау. Он видел, как отчаянно сражается враг. Он видел, как самоотверженно поднимаются в атаку его товарищи, а пули его собственного автомата не раз сражали противника насмерть. Он все это смог понять, пережить, но так и не принял разрушения, слезы и горя, которые приносит война. Деревни, они сгоревшие были, одни трубы только торчали. Дома у нас деревянные были все же. Они все сгорели во время войны. Одни печки и трубы только торчат, все, дома нету. После окончания войны возмужавший парень не стал возвращаться на малую родину. Решил остаться в городе Черняховск, в освобождении которого сам и участвовал. В этом небольшом, но уютном городе прошла большая часть его жизни. Сначала участвовал в восстановлении города, он был практически в руинах. Потом 35 лет усердно работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обслуживая уже мирную, спокойную жизнь сограждан. Но никогда никому не рассказывал о своем происхождении. Нас раскулачили же. Выгнали из дома, мы из дома были, остались. Отец у нас-то неграмотный был, не читать, не писать не умел. И мама тоже так же. Тогда не учились детей-то.
Он так и в тюрьме умер. Мы по людям жили, в соседях там, в деревне. В одних прожили недели две, других по три, вот так жили, все. Нас старший сын дома, он у нас с нами не был. Он в Киргизии в мидном руднике работал. А здесь у нас была старшая сестра Рашида. Я и брат Гатуша Сагалим Аминя. Этой личной трагедии семьи Салиховых больше 90 лет. Была зима, то ли 32-го, то ли 33-го. Нынешнему ветерану тогда было 10-11 лет, а он до сих пор воспоминаниями возвращается в ту ночь. Зия Салихович вспоминает, что унесли даже валенки детей. Была ночь, все легли спать, а детская обувь сушилась на теплой печи. Вот те валенки и конфисковали. Ветеран отлично помнит тот момент и сетует на судьбу. Если бы легли спать в валенках, то пережить зиму было бы легче. 4 года учился, я хорошо учился. Потом завуч был в Афине, фамилия. 5 класс не пустили. Тебя, говорит, уличься не положено, синь кулак малое. Вот так 4 класса остался я. То, чем делится ветеран, звучит назиданием всем нам, чтобы подобных страниц в истории нашей страны больше не было. И для этого мы должны сделать все возможное. Пусть благая мечта учиться у каждого сбудется. Пусть каждый человек чувствует себя равным. Пусть войны останутся лишь в книгах, как суровый, но необходимый урок для будущих поколений. Сейчас солдатам тяжелее воевать, чем тогда. Сейчас очень много вылетают беспилотники. Вот это. Летают они, солдат бьют. Эти летающие маленькие самолеты. Не самолеты, как птички такие. Называются беспилотники. И солдатам помогает очень. Тогда транспорта не было, пешком и все. Там метр 5-6 пробежишься, ложишься, метр 6, 7-10 пробежишься, ложишься, чтобы не торчать, чтобы винтовку не убили. А минометных от снаряда не спасешься. Все равно разорвется, от тебя осколками разбудит. Из коротких воспоминаний ветерана можно догадаться, что чувствовали солдаты, чем они жили, как по-разному переживали одни и те же моменты во время войны. Там один мусульманом со мной был, Аминев фамилия была. Он работал в колхозе, председателем колхоза. Грамотный был. Но он сильно боялся. Все говорит, Салиханов, сильно боюсь. Так и когда через речку переходили, он там и остался, не знаю где, попал пуля, наверное, в речку утонул, наверное, не знаю. Потом я перешел на тот берег реки, даже река Жиздра назывался. Там начался край леса было, минометный обстрел. Немец с другой стороны вот так бьет, с той стороны, с другой стороны минометами. Тогда меня ранило. За войну он был дважды тяжело ранен, но каждый раз возвращался в строй. Парень из уральского села защищал от фашистских захватчиков Москву, освобождал Вязьму, Смоленск, Белоруссию, штурмовал Тильзит и Инстербург. Взятие Кенигсберга. Это за Кенигсберг мне дали. 2200 пушек, миномета от потолков делали. Потом подняли нас в атаку. Немцы находились в бетонных бункерах. Они там перед бункером там вода, если пойдешь туда, а там бункеры, огневые точки так, они разбили
с этих бункеров. Их ДОТа называются они, ДОТа. День Победы ветеран встретил на берегу Балтийского пролива. Пилау, ныне Балтийский. Вот салютовали, все с винтов, сами стреляли. 2 часа ночи радисты, работает радиостанция с девочкой. Передали, кончилась война. Вообще официально утром только в 8 часов утра только объявили, кончилась война. А мы же ночью, 2 часа ночи праздновали. Это зять. В эту великую победу свой вклад внес Изия Салихович. Сегодня он видит, как его потомки живут в мире, за который он сражался. И это придает его жизни особый смысл. В 1946 году Зия Салихов создал семью с Антониной Никифоровной, где родились сын и дочь. После смерти первой супруги вновь женился и с Исламией Минуловной прожил 54 года. У Зии Салихова от 2 браков родились 3 детей. Уже взрослые внуки и растут правнуки. Сейчас ветеран проживает в Калининграде. Часто видится с дочерью Альфией, которая бережно ухаживает за своим отцом, участником Великой Отечественной. Здесь Черняховский снято. Командир твой на фотографии? Да, подполковник был. Вот это кто? Сержант, товарищ мой, Побежимов. Алтайского края. А это кто такой красавец? Да, это я здесь какой-то стройный был. Да, молодой, стройный красавец. Ты фотографии письмо написал, да? Я написал, кто же. Маме написано Жанна. На долгую память. Памятник 1200 гвардейцам в городе Калининград – братская могила воинов, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 45-го. Среди них рядовые и офицеры разных национальностей из разных уголков необъятной страны, которые отдали свои жизни за мир и свободу во всем мире. Зия Салихов в ту далекую весну, того самого 45-го, участвовал в освобождении Кёнигсберга от фашистов. И вот спустя 80 лет, в свои 103 года, он пришел сюда отдать дань памяти своим товарищам и склонить голову перед их подвигом. Я горжусь своим папой. Он один из тех великих людей, который принес победу нашей Родине. Дорогой солдат, уважаемый Зия Салихович, мы помним, мы гордимся, желаю здоровья, спасибо за победу. Строки из детских писем показывают, что память о Великой Отечественной войне способна воспитывать в подрастающем поколении гордость за свою страну и патриотизм. Несмотря на трагичность событий, Великая Отечественная война стала примером народного единения, героизма и самоотверженности. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Мы находимся в Межнациональной аллее героев. Я являюсь автором этого проекта. Тут есть такой город Черняховский. Раньше у немцев называлось Инстенбург. Разрушил все связь, сети врагов. Они запутались, начали друг друга стрелять. И наши зашли, окружили, пошли дальше. Председатель мусульманской общины поселка Большое Исаково Калининградской области Явер Хаджи Гусейнов подробно знает историю каждого солдата, имя которого увековечено на аллее героев. Это ему принадлежит идея построить памятник участникам штурма города-крепости Кёнигсберг именно во дворе мусульманского храма. На гранитных плитах высечены имена 16 героев разных национальностей. И не только мусульман. Наш мемориал посещает очень много людей, школьников. Это сегодня очень актуально, когда фашизм наступает, неофашизм. Поэтому мы должны открывать глаза нашим детям, нашему молодежи, чтобы они понимали, что здесь воевал узбек Ахмедов Тургун, здесь воевал Мирза Джабиев, здесь воевал украинец Николай Илларионович, дважды Герой Советского Союза. То есть это какой-то ответ этим призывам.
Мемориал визуально взял в свои объятия детскую игровую площадку. И в этом есть не только символизм, но и настоящая забота о будущем России. Руководитель общины не скрывает, что мемориал специально построили рядом с детской площадкой. Выбирая место, организаторы думали о духовном и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Когда здесь гуляет мама с ребенком, хочешь, не хочешь, ребенок задает, дети бывают любопытны. Что за фамилия, что за картинки? Мама, который родился в 90-м году после, они вынуждены изучать для того, чтобы ребенок просит. Они рассказывают своему ребенку, кто были эти герои. Она сама получает образование, передает своему младенцу образование, что такое война, за что эти люди погибли на этой войне. Азбиллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Я Парвардигара, помоги нашим семьям, помоги этим детям, чтобы они в будущем войну не видели. Аллаху акбар. В день отъезда из Калининградской области мы специально посетили берег Балтийского моря, чтобы прочувствовать дух этого янтарного края. И надеемся, что слова наставления ветерана Зии Салиховича Салихова на этой умиротворяющей картине морского заката напомнят нам главное. Надо любить Родину. Россия же одна.